капризничал? Чуть-чуть сюда покапризничал, но ничего, успокоился. Привет, привет, скажи. Ну все, ладно, до свидания. Пока, Назар, пока-пока. Будем вас ждать завтра. Все, Пока. завтра он тоже приедет. Хорошо. До свидания. Ага, до свидания. У нас сегодня знаменательная дата. 3 года нашей семейной жизни. Вот пролетели. Каждый год мы вот так собираемся, отмечаем в узком кругу. На нашем первом свидании как-то особо я даже не заметила, можно сказать так. А в дальнейшем, когда мы стали общаться, он очень добрый, очень отзывчивый, понимающий такой человек. У нас постоянно гости, постоянно его друзья, родственники, все приезжают. Поэтому, когда он на 2 недели приезжает, у нас всегда, для нас это праздник, действительно, да. Он даже ко мне так не идет, как к папе. Ручки протянет и бежит. То, что мы 2 недели его учим, папа приезжает, все, мы все забываем. Да, папа у нас это, Дед Мороз, как бы говорится. Он начнет выездной мой качкрал. Бұл гараж, тяжелая техника, гараж. Это гараж, где ремонтируется тяжелая техника, грейдеры, бульдозеры и колесные, и гусеничные, маленькие экскаваторы. Экскаваторлардың кішіректері оңалып, бұяқта оңдалады. Чоң самосвалдар. А большие самосвалы ремонтируются в другом гараже, наверху. Называется топ-шоп. Там ремонтируется большая, крупная техника. Бұяқта сменде механиктер, сварщиктер дағы бар. У нас в смене есть и механики, и сварщики, всего 12 человек. Каждый сотрудник с момента выхода из дома и до возвращения обязан соблюдать правила техники безопасности. Это требование нашей компании. Компания требует это. В наших ботинках имеются железные вставки для того, чтобы защитить ноги, если вдруг на них упадет какая-то тяжелая деталь или запчасть. Надеваем перчатки. Дальше, когда мы поднимаемся на какую-то большую машину и когда спускаемся тоже, должно быть, как у нас говорят, 3 точки опоры. 1 нога и 2 руки. А лицом надо смотреть в сторону техники. Вот так мы поднимаемся. Когда спускаемся, то же самое. 3 точки опоры. 3 точки опоры қолданылады. Қандай мына азыр мотордың бүт тетіктері ашылған. Как видите, все детали мотора разложены здесь в строгом порядке. Каждая деталь, каждая запчасть снимается по строго установленным правилам и также по правилам раскладывается. Ошо ережемен шешілген бүт техникалар биздеги ылдый жактагы үйдөгү техникалардан айырмасы. Эта техника сильно отличается от техники, которая внизу, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни. Они работают по новой системе. Здесь больше электроники, больше гидравлики. Сейчас здесь работают 2 иностранных механика. Рефли приехал из Индонезии, а Джон? Джон Ирландиядан. Он из Ирландии. All good? We changed it all one injector, yeah? Why we changed it? This one because here damage, yeah? Corrosion. Okay. Он хорошо работает, отлично в команде, вполне хорошо свои обязанности знает в компьютере, в английском языке. Общий достойный сотрудник, как по мастер, он нам очень нравится. В коллективе он всегда заинтересован нами, выполняет четко и ясно работу, помогает друг другу. Где-то что-то не ясно, то обязательно придет, поможет. Здесь сотрудники с головы до ног, с момента выезда из дома до возвращения, с момента подъема и отхода ко сну, они обеспечены всем необходимым. Главное, что от них требуется – работать. Здесь вы не увидите тех, кто хотя бы минуту сидел без дела. Всему свое время.
На каждое задание отведено определенное количество времени. Во столько-то начинается и во столько-то заканчивается. Дается столько-то часов. И мы обязаны за этот промежуток времени эту работу выполнить. В наше время сейчас трудно заработать деньги. Я бы не сказала, что там легко тоже. Это очень трудная работа. Я была там однажды, у меня муж экскурсию сделал по своей работе. Я поняла, насколько это тяжело работать там. Перед приездом постоянно он заказывает то, что он хочет, то, почему он соскучился, по еде именно. Вот. Ну, традиционно у нас это бишбурмак из конины, это постоянно, каждую пятницу. Вот на столе у нас это блюдо. У нас в планах было купить квартиру, мы вот в Буйруса в следующем году заедем в нашу первую квартиру, как говорится, да. Это все благодаря, конечно, его работе. Если бы этой работы не было бы, ну, сказать, и много части, то, что у нас есть, и не было бы.